секция, посвященная сохранению культуры хакасского народа посредством современных информационных технологий. Так как у нас народу немного, и предлагаю провести секцию в режиме диалога. Давайте для начала все с вами познакомимся. Меня, как знаете, модератора, я Верясов Никита Олегович, являюсь начальником отдела новых технологий в Государственном автономном учреждении Центра информатизации новых технологий Республики Хакасия. Ну, давайте, наверное, по порядку начнем. Меня зовут Константин, я тоже из Центра автоматизации новых технологий, я системный администратор. И является одним из наших докладчиков. У нас есть свою тему доклада? Как можно развить себя, чтобы быть востребованным специалистом? Хорошо, спасибо. Ну, давайте нас Валерия Анатольевна представится тоже тогда. Специалист фонда «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов» Валерия Анатольевна Голуб. Ну, вот вижу знакомые лица даже. Здравствуйте. Денис, вы следующий. Я Денис Береженко, сотрудник ЦИНТа, разработчик 3D-приложений. Давайте с вас. Сибдейтом, я веб-корреспондент на сайте, как у нас там обзывается эта должность. В общем, наполняю сайт хакасским контентом газета «Хабар». Ну и по хобби я сам себе делаю сайты на WordPress блоге. Меня зовут Ляна, я библиотекарь Хакасской республиканской детской библиотеки. Лена, Хакасской республиканской детской библиотеки, ведущая библиотека. Просто сопровождающий. Вы? Александр. Дизайнер. Вы? Сергей и, как можно сказать, предприниматель и культработник. Вы, пожалуйста, представьтесь. Сразу. Ну, меня зовут Яна Судакова, я живу в Шира, работаю учителем, но сейчас последний год прям активно веду пропаганду в социальных сетях ВК. Постоянно выкладываю какие-то по истории посты, музыка, ну как-то так. Свои пишу на хакасском языке в основном. Вы? Меня Ирина звать, я работаю инструктором по спорту, туризму, молодежи, политики в военно-спортивной школе по поселку Эскиз. Ну, у меня работа, не буду рассказывать, там очень много говорить надо. Меня зовут Такай, я супервайзер отдела продаж компании «Рентинг». Это наш спикер с докладом по мобильному приложению «Электронный гид по Хакасии». Чебдаев Каскад, системный администратор Кривического музея. Так, ну давайте, пожалуй, с вами начнем с первого нашего доклада. Его нам представляет Такаяков Сергей Аркадьевич. Тема доклада. Так, какая там тема доклада, не помните? Сайт ВКонтакте на хакасском языке. Все, даем слово. Начинаем. Ну, как уже известно, думаю, многие видят это, что хакасский язык уже сам по себе исчезает. Тут как ни крути уже. То образование, которое, в принципе, дают, как нам пытаются сделать, чтобы он не пропадал, книги, вот эти учебники, они уже доказывают, в принципе, что язык уже пропадает. То есть надо что-то явно менять. И что-то в сторону вот как раз этих технологий. Ну вот как скажу, вот сайт ВКонтакте на хакасском языке это будет хорошим плюсом, так как, ну, я думаю, 90% людей, кто здесь сидит, они зарегистрированы в ВКонтакте. И каждый день заходят туда, листают ленту, делятся новостями и посещают рекламу ВКонтакте. Но реклама ВКонтакте, она очень эффективна, так как ВКонтакте сайт является топовым именно по России и странам СНГ. Ну, то есть туда многие заходят. И поэтому презентации не будет. Потом. Ну, презентация у вас она с собой, флешка? Да, есть. Да. Да, можете. Ага. Ну, сейчас пока. Давайте презентацию. Сайт ВКонтакте мы уже переводить начали. Перевели только на 6%, к сожалению, так как переводят только 2 человека. PowerPoint хорошо? Нету. Компьютер не решит? Так, а
А в компьютер, который в библиотеке, там можно авторизоваться? Не получится, да? Сейчас Сейчас позвоним системному администратору местному. Пока дальше расскажу. Вот там навигатор, надо было бы посмотреть, как он сейчас выглядит на хакасском языке. А сайт как называется? ВКонтакте. Это есть тот же сайт ВКонтакте, только там... Есть. Нет, не группа. Установочник собрать. Ну, сейчас я там объясню, да, покажу примерно. И там при выборе языка есть просто нахуй. Ну, сейчас я это все покажу, как презентацию включу. Ну вот, в первую очередь, там уже дети, молодежь, которая заходить будет, будут заходить родители, которые, например, хакасы, вот, они хотят, чтобы дети их знали, да, язык. Нельзя вот человека просто заставить изучать хакасский язык. А там при настройках, когда заходишь, ну, язык поменять, там будет появляться хакасские столы. И сами дети уже будут изучать этот язык интуитивно. Многие же знают, в сайт зайдут, даже будь он на английском, на украинском языке, люди уже сами туда заходить будут, уже знают, где что находится, даже не зная языка. Тут также на хакасском, даже если дети не будут знать этот язык, ну, хакасский язык, они уже будут знать, где что находится. Ну, там, сообщения, пичктер, там, моя страница, мам, новости, хабарвар. И они уже, дети уже сами так будут изучать медленно, верно, но точно. И думаю, как среди молодежи это будет, в принципе, модно, потому что когда я перевожу, ко мне, если на работу кто-то приходит, увидит сайт на хакасском языке, говорят, это как так, удивление такое, почему, как ты так сделал. Ну, я думаю, среди молодежи, когда на телефоне будут просматривать, тоже будет круто. Ну, смотри, сайт на хакасском языке, о, нифига себе, как так, давай тоже сделаем. Ну и, в принципе, я думаю, это одна из немногих вот этих способов, как в информационной технологии продвигать хакасский язык. Возможностей есть много. Например, тот же Windows компьютер тоже можно перевести на хакасский язык. Не полностью всю программу, а именно оболочку, которая есть оболочка. Также и на телефонах операционную систему. Это тоже все возможно, реально. Тяжело, но можно. То есть, если будет людей побольше и финансов каких-то, поддержка какая-то уже именно от государства, там можно будет это все сделать. А сейчас, в настоящее время, мы пока вдвоем только там Синга Людовиковна переводим. И за все время только 6% перевели. Еще осталось 28 800 предложений. Это я вам покажу на слайде. И поэтому я считаю это актуально. А также другие возможности, чтобы как продвигать, это изготовление вот, на станках, например, вот тоже сейчас планирую закупить фрезерный станок. Там же можно сделать и доски для тобита. Ну, тоже современная технология. Доски для тобита. Потому что где сейчас можно купить доску для тобита поиграть? В школе, чтобы преподавать, играть там шашки, шахматы. Есть какие-то на бумаге распечатанные. Но это не то, да. Должно быть как доски для шашек. Складываешь, открываешь, складываешь. Также вот хазахи. Ну, хазахи я тоже вот делал. Они делались по технологии, как отливал из двухкомпонентного пластика. Тоже интересно получалось, но там времени нет и помещение именно нужно, потому что когда клей вместе соединяется, он уже ядовит, а потом он нормально, когда отвердеет. Ну, в принципе, все. Когда презентация будет, я вам больше покажу. То есть, получается, сейчас основные проблемы, с которыми мы столкнулись в ходе реализации перевода сайта ВКонтакте, это нет специалистов. Да, нехватка людей, которые... Я много раз уже и в послушном Абакане и так подавал, чтобы помощь просил у людей. Откликаются многие, но помогать единицы. И в конце только вот один человек остался, все, который помогает. Потому что, вот говорю, 28 тысяч слов переводить это очень сложно. А с данной инициативы в Хакнеяле, допустим, не выходили? В Хакнеяле, да, это проблема. 3 раза-то письмо писал, с Тугужековой встречался, она говорит, да, ну отправьте письмо. Я говорю, вам 3 раза отправлял. Странно, но еще раз отправьте. С их стороны нет инициативы. А опрос в каких-нибудь местных группах, в сообществах, да, например, послушного Скизли проводили о том, насколько это необходимо людям? Нет, кстати, не проводил. Я среди знакомых только спрашиваю. То есть, а можно спросить, это будет реализовано как отдельный плагин к браузеру, или это будет официально от ВКонтакте отдельный язык? Да, я вот с этими администраторами ВКонтакте связался, они мне дали доступ как раз к этому. Как я, да? Да, к тому, чтобы переводить.
То есть просто заходишь в настройки, выбираешь хакасский язык, и будет хакасский язык. Да, я просто в настройках делаю хакасский язык, и у меня сразу снизу дополнительная таблица появляется, но я тоже покажу. И там вот пишется, ну там как перевод и на хакасский язык. Учителя хакасского языка никак. То есть, может, просто людям больше доступа дать, чтобы и у вас как перевод Вот происходит? как раз там с этими проблемами. Нужен один человек, чтобы который был, и вот через него потом доступ то есть подавать. через модерацию, видите, да? у меня нет помощников, Мгм. чтобы через кого-то как-то так сделать. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы у вас был полный список перевода, и что он забивать только один человек может. То есть нельзя собрать, например, группу, там, человек 7. Вот группу не получается собрать. Да, собирал я группу, но не получается. То есть люди откликаются, но потом не Да. работает дальше. Один раз им дашь перевести, там хотя бы на проверку или что, все равно надо посмотреть, как примеры знают, нет? И все, и тишина. Здесь на самом деле проблема с мотивацией и с тем, что нужно, если это на безвозмездной основе люди будут делать, заниматься этим, именно переводом, то как-то нужно это дело простимулировать. Возможно, как-то более освещать в средствах СМИ, какой-то социологический опрос провести среди представителей коренного населения о том, насколько это необходимо. Если будет это прямо, ну, скажем, очень широко освещено в массе, то появятся, возможно, те люди, до которых просто не получалось вам дойти, спросить, достучаться, так скажем, и они изъявят желание, поддержку в том, чтобы поучаствовать в этом значимом проекте. На самом деле, вкладываясь в проект именно перевода такого сайта социальной сети, оставляешь такую значимый свой вклад в деятельность, которая останется там надолго. То есть социальная сеть это никуда не денется, она останется, и, соответственно, этот перевод тоже останется. И есть люди, которых можно этим самым замотивировать в том, что вы вкладываетесь в то, что будут люди потом пользоваться, то, что останется надолго. Кстати, здесь интернет есть, да? Да, есть. Давайте я Можете так по интернету презентацию. покажу и все. Нет, даже без презентации, просто покажу. Так, зайду, если он здесь разрешен. Чтобы видели именно наглядно. Хорошо, нет. Вот, на русском, да, смотрите. Я вижу. Вот здесь переходишь. Сейчас. А нет, звук не нужен. Вот здесь еще дополнительный язык. Ну, сейчас здесь на этом компьютере нет, но сейчас я сделаю. Вот хакастели, список языков. Хакастели. И вот сайт на хакасском языке. Так я перевожу. Так, вот. Вот здесь можно сразу онлайн переводить. То есть есть какой-то этот текст, на правую кнопку на него нажимаешь и сразу переводишь. А есть страницы, где именно все переводы, все слова, предложения. То есть сейчас права на редактирование только у вас, да? Да, к сожалению, да. И вот весь список. Вот видите, их 6% перевели. 28 712. И вот такие слова. Потом заходишь. И вот здесь вот на русском языке, и здесь надо перевод вводить. К сожалению, полностью списком, например, в Word, чтобы все слова были, так не получается сделать. Приходится вот по одному тыкать и вот так вводить. А отдельно запросить вот этот список типовых фраз, предложений, там, наименований у разработчиков ВКонтакте, для того, чтобы можно было как-то распределить между теми людьми, которые, возможно, даже не совсем умеют пользоваться социальной сетью, но которые могут там осуществлять перевод. Да, вот так вот сейчас как раз с министром культуры сейчас договорились, он обещал помочь, чтобы сделать. То есть вот видите, вот здесь вот какие слова остались. Вот админка, например. Здесь мы это перевели.
Сейчас приложения остались, 1952, аудиоблог, вот это все. И вот да, чтобы в ХГУ, да, вот ученикам вот просто листы сделать, распечатать в Word и им отдавать. Ну, сейчас это все в процессе у нас. С этими договаривался. При текущих темпах перевода сколько у вас? Очень много, несколько десятков лет. Вы уже сколько занимаетесь этим? Чуть больше года. А XML файл не съедает от ВКонтакте? То есть если просто файлик XML, то есть структурированный файл, он его принимает или не принимает? Ну, то есть, ну, просто можно было перегнать его в машинный переводчик в первое время, а потом уже редактировать. Было бы проще. Онлайн-переводчик я заходил как раз, вот, всегда том вы же делали, да, онлайн-переводчик? Я не делаю. Ну там кто-то делал онлайн-переводчик, я туда через него Это как пытался. меня это делали? Да, ну, Это systik.info такой сайт есть, там есть вариант Там- перевода. Он небольшой. да. То есть там не полный словарь. Нам вообще никак. И предложения, и словами, там таких слов нет, многих нет. Ну, там такие слова, допустим, как администрирование, Ну, это явно понятно. ты не найдешь, да. Нет, это все Даже равно таких. имеется в виду просто вообще принятые слова, чтобы машинный перевод был, потом перевести было бы проще. Фотогалерея, допустим, тоже наверное, проблематично Да, подобрать. ну просто сделать как, да, сомнар фотографии. Фотографии, но сомнар, а вот фотогалерея, да, еще, да, это немножко. С музыкой тоже, слово музыка проблема стала. Ну, как их, пригляд надо или сараны. Сады. Ну, и так сделали. По разным диалектам. 4 диалекта. Скажите, а вопрос, вот есть группа ВКонтакте по данному типу переводу. деятельности? Да. Я вот честно сказать, я вот первый раз слышу то, что... Нет, я слышал, вы, мне кажется, писали вот в личке. Кто-то мне писал в личке, что вот, да, хотим перевести ВКонтакт. Это было года 2 назад примерно. Мне писали. Может быть, вы писали, я не знаю кто. Я сказал, что я как бы готов в этом поучаствовать, и все, на этом завершилось. А ваша деятельность я вот первый раз слышу. То есть это, знаете, о чем говорит? Это отсутствие информации на самом деле, и многие просто не знают еще. Народ еще не знает на самом деле. А если, допустим, создать группу ВКонтакте, там что-то сделать, привлечь, вот, ну, допустим, с данного мероприятия, что есть такая деятельность, что это возможно, допустим, да, мне кажется, народ присоединится. Другой вопрос, как это сделать, может быть, ну, как-то все равно замотивировать с точки зрения финансов, если, да. Тут, конечно, группа сразу сядет, они точно очень, может быть, грант, может быть, что-то еще, может быть, и там, 3-10. Но замотивировать, мне кажется, материально все равно как-то нужно. Ну и потом еще это дополнительный стимул к изучению языка, допустим, вот прямо в группе, если организовать, вот, и каждый будет предлагать варианты перевода. Да, но у вас там, у вас только вы один же доступ имеете в админку. Может быть, они дадут еще там, не знаю, Они дадут. если дадут, допустим, там человек 5-10, да, входят, и им в группе договоримся, допустим, как надо все равно в неделю один раз как-то собираться и какой-то пласт слов, в общем, договориться, что именно так нужно перевести, не иначе. И тогда работа пойдет на самом деле. Проблема как раз в идее найти. Я послушал. Люди найдутся, просто нужно собрать это, информацию. Например, у них какая-то практическая работа будет проходить, например, взяли там группу, да, сколько человек? Да, да, Грубо говоря, да. 10, например, да, дали им какую-то классную работу, они его разработали, за это они получили, там, или как курсовую им засчитали, или вообще как дипломную работу взяли целиком там. И Совершенно верно. Такое Да, тоже делал. да, да. С Сильвией Людовиковной договаривался, она мне дала именно ссылки на тех людей, которые, ну, могут помочь. Мне кажется, в первую очередь, вам все-таки не хватает освещения в массах именно от этого вашего проекта. Если люди о нем услышат, узнают, значимость придаст вашему проекту, то, мне кажется, отклик среди как и ХАКНИЯЛИ, как и ХГУ можно будет получить. Ну, когда, да, будет. Вообще, я думаю, в первую очередь, да, финансирование нужно, а потом уже люди, когда уже будут знать, что за это получат, ну, тогда и будут. А так я вот послушал в Москве. Нет. Можно просто грантовую заявку написать на развитие. Ну, да, знаю, там надо будет через организацию. Но организации подобные уже есть. Нина Семеновна создала ИНТЛ, допустим, а через ее НКО можно то, что вы говорите, реализовать там, допустим, у вас какая-то зарплата или за идею что-то будет. Чисто юридически такая возможность есть уже. Через кого? Нина Семеновна Майнагашева. Но она недавно только организовала, так и называется ИНТЛ. То есть, да, именно для этих целей.
Так, ну все, в принципе, у всех закончились вопросы к спикеру к нашему. Можно приступать к следующему докладу. Следующим у нас выступит Аланов Константин Олегович, системный администратор государственных новых учреждений Республики Хакасия, Центр информатизации новых технологий Республики Хакасия. Тема доклада — реализация себя как востребованного IT-специалиста. Слово. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Константин. Еще раз представлюсь, я являюсь системным администратором Центра информатизации и новых технологий. Наша организация занимается обслуживанием в IT-области органов местного органов, исполнительных органов власти, а также правительства Республики Хакасия по следующим направлениям, таким как обслуживание компьютеров и оргтехники, обслуживание интернета и телефонии, а также обслуживание серверного оборудования. Тема моего доклада — как можно развивать себя, чтобы быть востребованным специалистом. Я начинал свое обучение в Хакасском техническом институте, филиале Сибирского федерального университета на отделении прикладной информатики. И в институте по специальности были такие дисциплины, как компьютерная графика, 3D-моделирование, информационная безопасность, системное администрирование. То есть, получается, институт, он предоставляет такие большие области для выбора студентов, чтобы они могли определиться с выбором своей профессии и затем самообразовываться в этом направлении. Однако в институте большое внимание уделяется только теоретическим знаниям, а практических знаний обычно недостает. У многих студентов возникает вопрос, где не развить какие-то навыки практические, так как везде вакансия показывается опыт работы от 2 лет, к примеру, и так далее. А опыта как такового обычно у студентов не бывает. И возникает вот такой вопрос, как развить практические навыки, если практики не так много. Я выделил для себя 4 основных шага. Первое – это качественное выполнение практических заданий во время обучения. Потому что во время обучения дается очень много материала теоретического. Если этот материал не применять на практике, то он со временем забывается. А если применять на практике, например, качественно выполнять задания практические, то эта информация уже становится усвоенной. А второй момент – это ответственное отношение к производственной практике. В учебном заведении, в котором обучался я, была учебная практика на 1-х и 2-х курсах, а на 3-м и 4-х курсах была производственная практика. Получается, институт отправляет своих студентов на производство, где те могут выполнять обязанности, частично выполнять обязанности сотрудников производства. И тем самым они сталкиваются с какими-то реальными задачами и выполняют их под руководством сотрудника с организацией. Таким образом, они получают в какой-то степени небольшой опыт. Также второй момент. На производстве могут дать какие-то интересные задачи, например, по автоматизации каких-либо бизнес-процессов организации. И эта задача может перевести в что-то, нечто большее, например, в курсовую, либо в дипломный проект. И таким образом, во время выполнения такой задачи у человека тоже появляется опыт. Третий момент. Если у человека есть время, а также возможности, то устроиться работать по специальности на неполный рабочий день. Бывают такие работы со свободным графиком, где человек может работать, к примеру, 1 раз в неделю, либо несколько раз в неделю приходить на работу и работать по несколько часов. Таким образом, студент может сталкиваться с реальными задачами, выполнять их, и у него появляется опыт. Таким образом, после выпуска у него появляется такое преимущество перед другими студентами, как опыт. Поэтому в своем резюме он может написать, допустим, опыт 2 года, если он работал, к примеру, со 2-го курса. Ну и 4-е, это самое важное, это самообразование. В институте только лишь показывают основные направления, в которых студент может сам развиваться, и практические навыки остаются лишь на каком-то минимальном уровне. Поэтому дальнейшее развитие остается за нами. Также стоит помнить, что эти технологии, они очень быстро развиваются, поэтому от нас требуется постоянно развиваться. И помнить о том, что
и помнить о том, что самообразование это непрерывный процесс. Таким образом, если следовать этим 4 шагам, то можно развиваться и в будущем стать востребованным специалистом. Спасибо. Так, спасибо большое Константину Олеговичу. Будут вопросы к докладчику? Ну, здесь по поводу только студентов, а что касается, например, переобучения, Ну, это эти шаги можно рассматривать как принципы, как, можно сказать, не как законы, как принципы. То есть во время любого обучения даются какие-то задания, и их тоже можно качественно выполнять. Но можно их рассматривать как принципы, потому что принцип обучения везде одинаков. А вот вопрос. Когда поступал, не сравнивал круговых ХТИ? Чем принципиальная разница? Наверное, только в корочке. Ну, там круговых, здесь ХТИ. То есть разницы принципиально не видишь. То есть знания там и там одинаковые, все зависит от тебя, да? Да, в любом случае. Вообще, в любом случае, человек, если хочет учиться, он будет везде учиться. И от этого не зависит его выбор учебного заведения. Ну, многие Очень студенты сейчас многое, интересуются. все-таки очень большой аспект выделяется в саморазвитии. Если ты хочешь учиться, ты должен саморазвиваться. Если ты не идешь к саморазвитию, ты, в принципе, и там ничему не научишься. Поэтому какая разница, какой перед тобой лектор, если ты не хочешь учиться? Ну, некоторые лекторы не совсем хорошую информацию дают. Умение фильтровать информацию, мы учимся в школе еще этому. Ну да. Ставлю небольшую ремарку еще, почему один из докладчиков у нас был представлен наш сотрудник Константин Олегович. В Центре информационного технологии Хакасия очень большое внимание уделяется организации практики для наших образовательных учреждений высшего и непрофессионального образования. За год у нас проходит очень большое количество студентов, проходящих производственную, дипломную практику. Они участвуют в достаточно крупных проектах, допустим, в качестве яркого примера проектов, в которых у нас участвовал в том числе Алан Константин Олегович. Все мы помним ужасные пожары, которые случились в 2015 году. Центр информатизации реализовал проект «Стройка онлайн». Проект был связан с организацией онлайн-видеонаблюдения за ходом строительства жилья для погорельцев, а также сбора фотоматериалов в виде 3D-панорам и размещения их на портале R-19 для контроля, в том числе общественности и, соответственно, общественных организаций. Это на какой-то конкретной территории проходило или по всей Это проходило по всем муниципальным образованиям, которые пострадали от пожаров, и были выбраны районы, точки, где было самое большое количество ущерба, нанесенного от пожара. Шира туда входила? Да, Шира входила туда. Просто дело в том, что несмотря на все это, люди до сих пор остаются те, кто недовольны построенными. Все верно, все верно. К сожалению, не все в наших силах. Но мы постарались. Обходили, да, как-то там уже знали? Да, обходили мы. У нас было специально 2 сотрудника задействованы, которые в Хакасию еженедельно объезжали, делали фотопанораму. Потом у нас студенты ее обрабатывали, наносили туда месторасположение, дату съемки, загружали специальную программу, и в последующем уже размещалось это все на сайте. Вот. Нам очень сильно в этом помогли как раз таки студенты, которые у нас проходили практику. Вот. Поэтому студенты у нас не просто, как знаете, обычно приходят в какую-то организацию для того, чтобы там посидеть, бумажки попереносить, там что-то напечатать, текст набрать, и им просто проставляют практику. А у нас студенты реально получают какие-то знания, набираются опыта, какие-то компетенции в освоении своей профессии. Информационные технологии и, в принципе, все специальности, которые связаны с этой сферой, дело в том, что в университете вам никогда не смогут дать актуальные знания, актуальную информацию, потому что прогресс не стоит на месте, все движется, все меняется. Сегодня у нас актуальны одни технологии, буквально через месяц у нас актуальны другие технологии. Есть программа по переобучению, дополнительное обучение, отправляют, например, в Москву дополнительных студентов?
Насчет всей Хакасии сказать не могу, могу сказать на примере нашей организации. У нас сотрудники проходят переквалификацию, переобучение. Ездят в том числе, курсы у нас разного направления, организация у нас занимается и сфера информационной безопасности по этому направлению ездят, обучаются, и по сфере веб-дизайна, веб-программирования, наши медиа 3D проекты. По медиа 3D проектам, к сожалению, не так много образовательных учреждений у нас в стране находится, которые могут развивать эти компетенции сотрудников. Поэтому в большинстве случаев у нас сотрудники занимаются самообразованием на иностранных порталах. Вот. Но мы готовы, мы как центр информатизации, выступать неким таким центром компетенции для всех заинтересованных людей, в том числе представителей хакасской молодежи, которые желают в этом развиваться, обучаться. Мы подскажем, какими ресурсами возможно воспользоваться. Возможно, какой-то с вами проект реализуем. Вот. В принципе, наверное, все. А вот располагая такими знаниями, да, ваших специалистов, вы можете организовать у себя, допустим, на своей базе те же самые курсы повышения квалификации для других специалистов? К сожалению, мы не обладаем достаточным количеством свободных специалистов и финансовых средств. Ну, у нас все упирается в бюджет, в бюджетное учреждение. У нас дано госзадание правительства Республики Хакасия, мы это госзадание исполняем, поэтому у нас все сотрудники задействованы именно на его выполнении. К сожалению, не остается свободных специалистов, компетентных, которые могли бы заниматься, в том числе, образованием. Информатизация управления или как еще? Гос- Ваша организация имеет сейчас какой-то новый тренд какой-то пришел, там информатизация управления? Комитет или что вы имеете в виду? Сейчас какой-то новый тренд по России, что информатизация управления. Есть нацпроект. Нацпроект. Да, есть нацпроекты, в том числе информатизация госуправления. Называют, да. Там основные тезисы, которые изложены в этой программе, это в том числе организация дистанционного обучения, повышение компетенций сотрудников органов государственной власти, в том числе введение там комплексной оценки компетентности сотрудников и так далее. Переход тот же самый на электронный документооборот, все это там обозначено. Да, сейчас на федеральном уровне задан такой тренд. Есть такой. Ну как в этом тренде? Но сейчас правительство движется очень мелкими шажочками в этом направлении. Мы отстаем, вот честно признаюсь, мы отстаем от других регионов. Если брать в пример республику Татарстан, там, да, они первые на самом деле по информатизации. Они сразу после Москвы идут. Вот, у нас все плохо в этом плане. А у нас почему плохо из-за финансирования получается, да, в основном? Да, у нас есть несколько региональных государственных программ, которые ежегодно урезались в части финансирования. Проекты у нас не двигались. Специалисты у нас есть в Хакасии хорошие, замотивированные люди. Но проблема, опять же, встает в уровне зарплаты. Для примера, сейчас справедливый уровень зарплаты для IT-специалиста компетентного у нас по стране составляет примерно от 50 тысяч рублей, не меньше. У нас, я могу сказать, в среднем по учреждению там зарплата составляет 25-30 тысяч. То есть это достаточно низкий уровень зарплаты для IT-специалиста. Поэтому если IT-специалист востребован, обладает соответствующими компетенциями, он чаще всего уезжает из региона. То есть уровень понимания, как будто информатика, все, да? Да. А зачастую информатизация, она зависит от двух составляющих. Это кадры и, соответственно, финансирование. Одно с другим коррелируется, в принципе. Так, ну, наверное, по этому вопросу все у нас. Так, Сергей Александрович, выручите Акая Борисовича, выступите с докладом. Потом технические накладки. Так. Вот я сейчас загрузил, у меня тема присутствие хакасского языка в интернете. Небольшой опыт
того понимания, как я сам это смог сделать, и попытался собрать небольшую информацию, насколько мне позволяет интернет. И, откровенно говоря, как бы я не все проекты, возможно, знаю. Точно вот сегодня вот, первый раз слышу, что да, уже есть кто-то уже этим занимается. Наверняка еще другие люди тоже занимаются. Думаю, что я не обладаю полной информацией, но тем не менее, что есть, то есть. Я поделюсь тем небольшим опытом, который я сам лично попытался реализовать. Ну, хакасский сайт в интернете, я сейчас буду бегать здесь. На хакасском языке, насколько мне позволяет моя собственная информация, говорит, вот, я занимаюсь больше блоговой частью, блоговой темой. И вот одна из первых блогов я сам попытался сделать на хакасском языке. Это лет 10 назад, наверное, было, в 2008 году. Я хочу показать пример этого блога. В скриншотах, правда. Дело в том, что cbinfo.ru, я его регистрировал, и у меня был первый опыт, я же по образованию это филолог, совсем не IT-специалист, но что я сделал? Нашел программку, где можно без кода, в общем, делать сайт, это WordPress. На тот период, но как бы я до сих пор этим занимаюсь, продолжаю работать, в общем-то, только с WordPress. И как бы мне удобнее было на WordPress, все тоже делают на WordPress, я решил попробовать. Но у меня там какая проблема вышла. В общем, я сделал на хакасском языке. Тут слева видите, у меня рубрики на хакасском языке идут. Там, допустим, Сарнер, песни, Кит Бекстер, стихи, там, ну, в общем, Шохта, интервью, Кюребе смотреть, Истербе слышать. Я попытался туда внедрить контент как аудиоконтент, так и видеоконтент. Ну а справа идет рубрика на русском языке. Попытался сделать его на хакасском языке, то есть хакасско-русский вариант. Но, конечно, без такой самый простой, потому что я еще не умел делать сайты, ну, знакомился. Это был мой первый опыт. Ну вот тут идут тексты на хакасском языке. Дело в том, что писать хакасскими шрифтами на тот период была проблема, и я не понимал, где найти буквы вот эти вот с хвостиком, с точками. Ну, потом нашел вариант Unicode. В общем, я заходил в Википедию, смотрю, там вот эта таблица есть. И я в Википедии набирал текст, оттуда копировал, и потом уже в общем, перегонял сюда. У меня получались нормальные хакасские тексты. Сайт назывался Сибдей Таммалары. Но это один из первых опытов. И в этот же период появляется второй сайт, страна Хабар.ру, это сайт газеты Хабар. Но я когда заходил на их сайты, все время как-то я сразу увидел, что вот эти хакасские символы, они прописываются в формате GIF. Я даже удивился, что они, ну не знаю, кто этим занимался, в общем, что у них это проблема. Я-то для себя эту проблему решил, заходил в Википедию, допустим, там, копировал, писал и вставлял себе. Они эту проблему не решили, видать, не знали. Но потом вообще, к сожалению, страна Хабар.ру вообще сайт встал, и они его бросили вообще, в принципе, и больше не появлялся. Дальше я продолжал заниматься блогингом, и, в общем, сам себе сделал шрифт. Оказывается, есть такая программка, где можно создать свои собственные шрифты, по сути рукописные. Каждый может этот шрифт сделать. И программа называется MS Keyboard Layout Creator. Ну, там можно посмотреть, кому интересно, я потом поделюсь презентацией. Это майкрософтская программа, специально создана для создания вот этих клавиатурных шрифтов, именно клавиатурных. И в этом шрифте можно создать свой оригинальный собственный шрифт, можно, и будет полное ощущение, что вы писали от ручки, допустим, да, можно создать такую иллюзию, как бы. И вот в этой программе я для себя сделал шрифт, правда, он почему-то не везде работает, в некоторых Windows, в ноутбуках почему-то не, ну, в общем, я как бы не программист, но у меня нормальный он шел. Некоторые Adobe программы он не понимает, тоже косяки идут, но в Photoshop, в общем, я нашел выходы, некоторые шрифты он понимает, то есть некоторые символы. Впрочем, в Photoshop я тоже научился рисовать и писать хакасскими символами. Ну вот дальше cbday.site, это сейчас у меня блог, он идет на двух языках, и там у меня контент как на хакасском, так и на русском языке. Дальше, ну тут я немного
делал видео небольшое про хакасский сайт в интернете, как бы пытался собрать информацию. Если кому интересно, можете зайти в интернет и найти видео в YouTube, как создать национальный клавиатурный шрифт с помощью MS, вот как раз этой программе, и там полное такое руководство есть, и прямо сидя дома можете это сделать. Программа бесплатная. Тут сделал небольшой такой краткий обзор по хакасским сайтам, это год назад я делал видео, какие сами я делал сайты, какие другие сайты я делал. Но один из опытов, я пытался делать форумы, ну, я изучал движок на самом деле, просто изучал саму программу. Ну, WordPress как бы немножко начал понимать, но решил другие движки изучать. И тут Xenfora, есть такой движок платный, и вот на нем попытался сделать такой форум хакасский. Ну, может быть, кто знает, был hakasia.com такой форум, там многие хакасы как бы тусовались. Я решил сделать аналогичный, только уже на хакасском языке. Тут пишущих авторов было немного, человек 10 только. И один из них Паинса, это интересный наш поэт, к сожалению, его сейчас нету. И то, что вот те вещи, которые он написал, они остались теперь, ну вот, на этом сайте. Но хочу сказать, что вот этот сайт, к сожалению, я не пролонгировал, он у меня есть в компьютере, но всегда его можно восстановить. Как бы в электронном виде есть, и всегда можно воспользоваться. Ну, тоже такая же проблема, как ВКонтакте. Сейчас ищу людей, которые бы хотели бы, допустим, писать или вместе работать, допустим, в каком-то форме. Дальше изучение программ. В общем, я пошло в сторону Википедии, скачал медиа-вики, ну, известный движок, на котором создана Википедия, и попытался на нем сделать свой собственный хакасский вариант. В принципе, этот сайт он и есть сейчас, и можно туда писать. Ну, у нас понятно, что никто не пишет на хакасском языке, мало кто пишет, и поэтому контент там стоит. Я попробовал, там хакасский текст вбил, вот это все. Ну, в общем, пока сайт ждет потребителей. Конечно, я дальше учился делать сайты от ТР. Герман Горелович Тамбаев, я делал все время сайт, как бы он реально существовал. Ну, к сожалению, он не пролонгировал, ну, так и сайт потом и закрылся. А так, была бы вообще интересная идея, конечно, если бы продолжить. Дальше была идея создать обучающих курсов на хакасском языке. Я такие пробовал, у меня свои небольшие курсы были. Как открыть канал на хакасском языке, у меня до сих пор это старые курсы есть, они видеокурсы. Как открыть свой канал в YouTube, один из курсов. И другой курс у меня есть уроки по Чадхану, может быть, кто видел в YouTube тоже, правда, на русском языке, но эти видеокурсы, если я пытался эти видеокурсы перетащить сюда и сделал на хакасском, пытался на хакасском языке сделать вот такой обучающий сайт. Сайт курсов. Ну, в общем, пытался собрать тоже сайт по этнике, по хакасской музыке. К сожалению, тоже сайт я потом не пролонгировал. Ну, был опыт чего? Сейчас есть плагины специальные, они на автомате собирают информацию, допустим, на сайт, ну, по ключевым словам. И это хорошая подспорка для тех, кто не успевает что-то делать. Ну, допустим, по какому-то ключевому слову можно собрать достаточно информации. В принципе, тема быстро собирается, но проблема в том, что поисковики такие сайты плохо индексируют. То есть это же как бы чужой контент, и там надо правильно забыть ключевые слова. В общем, с SEO там есть некоторые проблемы. Но тем не менее, такой сайт был. Так, тоже пытались делать хакасты, вот с Ниной Семеновной Нагашевой курсы какие-то, тоже на хакасском языке. Вся админка была на хакасском, ну, в общем, тексты забивали. Так, и на теле этот сайт, он сейчас есть, сделан, ну, для такого отчета, скорее всего, потому что и на теле это сама организация, она новая, только что создана в октябре-ноябре прошлого года. Ну, в общем, это сайт и на теле на хакасском языке. Так, ну, я сам работаю в газете Хабар. Это, можно сказать, такой первый такой серьезный профессиональный сайт. Он сделан на Bittrex. Обслуживает этот сайт уже не я обслуживал, фирма Хакасия. И, в общем,
Этот сайт сейчас успешно работает, и я наполняю этот сайт тем контентом, который идет в газете «Хабар». Но тут проблема в чем еще? Дело в том, что Bittrex это дорогая программа, и любые модули, они требуют финансовых, вложений, и мы даже сейчас не можем поставить систему комментариев. Народ приходит и не может прокомментировать. Ну, в WordPress как бы это все бесплатно, а тут надо 15 тысяч заплатить. Но у нас тут есть разные рубрики: политика, экономика, алхония, сельское хозяйство, что за общество, ну и так далее, в общем. И человек может зайти и читать информацию. Но тут знаете, какая проблема еще? Дело в том, что когда я забиваю сайт контентом, есть небольшая разница. Вот если в русском языке там нет проблем, допустим, копипаст, да, взял, скопировал и вставил. Тут не так. Дело в том, что у нас технически это так делается. Народ приходит, свои статьи отдают в машинный отдел, ну, компьютером, да, они набрали, у них шрифт другой. И этот шрифт, он не подходит для размещения в интернете. Он подходит только для того, чтобы набрать вот и на компьютере в Word, и на принтер вывести. А для интернета я пользуюсь тем шрифтом, который я давче показывал, он у меня только в компьютере. Ну, понятно, что в общем, разные языки, но, к сожалению, не знаю, пока у нас такой, в общем, вопрос не решен. Я, короче говоря, материалы, которые они собирают в PDF в виндизайне, я их заново распознаю, исправляю ошибки. Короче, я корректором еще дополнительно как бы дорабатываю. И потом у меня бывает, что здесь и выходят ошибки. Это не ошибки авторов, это лично мои ошибки. Допустим, где я их не увидел, распознанного текста или плохо. Ну, я, конечно, пытаюсь высмотреть, но не всегда потом, ну, не всегда получается. Мне авторы звонят, ну, так. Там ошибка такая, ну, я там быстро исправляю, конечно. Ну, в общем, такая есть проблема, что приходится дополнительно тратить время на распознавание хакасских текстов, еще это делается файн-рид. Можно прям сразу вопрос просто параллельно. Получается, а нельзя ли вот то, что вот вы набираете у себя есть, да, этот язык раздать тем людям, которые будут набирать, и они будут уже пользоваться вашими? Ну вот пока вот эта программка, она ею не пользуется. Ну, пытались, ну, мы не пытались, честно сказать, эту программку установить там в компьютере. Дело в том, что наборщики, они же привыкли, допустим, в одной системе работать, да, а им надо, а у меня там буквы Ю и И, 6 букв, они в другой немножко раскладке сделаны, не так, как они привыкли. И им надо переучиваться, либо доучиваться. В общем, я эту проблему у себя не решал, как бы активного такого, ну, вопроса не ставил решения. Я сам себе нашел вот это решение. Самое главное, что в интернете есть хакасские буквы, и все. А внутри коллектива не стал, потому что для них это опять, грубо говоря, это лишняя работа, зачем это им надо, в общем, ну, это чисто такие наши внутренние отношения. Но самое главное, что есть текст в интернете, ну и пока, в общем, я лично сам этим пользуюсь и пользуюсь в своем блоге. Но если кому-то интересно, я могу поделиться, конечно. Есть еще второй сайт Министерства спорта. Это он на 2 языках. Меня даже удивило, что не Министерство образования, не Министерство культуры, а именно Министерство спорта сделало хакасскую версию, ну вот, на 2 языках, короче, сайт выходит, на хакасском и русском языках. Так, дальше. У меня вопрос: а статьи на этот сайт переводите вы или Министерство спорта? Я сам перевожу в министерство, ну я, короче, подрабатываю дополнительно. Мне немножко платят, я решил на этом подзаработать. Ну как, подзаработать. Профессиональный вопрос. Я сотрудник Краеведческого музея. Да. То есть у нас есть в плане в некотором году, в ближайшем году, сделать редизайн сайта и новый сайт. И, соответственно, перевод тоже интересует. Ну, это не мой перевод, у них другая техническая часть, я не знаю, с кем они работают, я тут как переводчик. Они мне дали в админку вход, и все, я перевожу текст. То есть вы свежие статьи переводите? Да, я админкой не занимаюсь, в смысле, вот, программиста этим нет. Вы только статьи публикуете? Да, я просто как переводчик и все, текста. Ну и следующий сайт, то есть хакасский язык, где еще есть? ГТРК РХ, там есть тоже, ну, понятно, у нас национальная редакция, наши телевизионщики и те, которые работают на сайте, на радио, они тоже свои программы теперь начали выносить вот
на сайт. И вот тут можно найти национальное вещание. Они в YouTube выносят вот свои программы. Так, но, к сожалению, они не решили проблему шрифта. У них эта проблема осталась. То есть они не могут, ну, там, видать, у них нет специалиста, который бы сидел бы, вот человек, который выносит тексты в интернет, там же нужно прописывать. Ну, в общем, там еще такого отлаженной системы у них еще нет. Хакасских букв тут нету. Так, ну и, в общем, одна из последних проектов, которые я теперь этим занимаюсь, я решил попытаться собрать на хакасском языке все новости, которые есть. Ну, у нас же их немного. Это хакасское радио, хакасское телевидение, газета «Хабар», ну, я сам пытался где-то, что есть какие-то, ну, не какие-то, есть автор, который пишет на хакасском языке в социальных сетях. Я решил попытаться их собрать в единый сайт, ну, в общем, собрал hakas.info, информационный сайт у меня на русском языке идет, может быть, кто видел, я постоянно делаю сейчас посты. И теперь хакасская версия, она на стадии тестирования пока. Так, теперь следующий сайт. Это сайт книжного издательства. Но если вы знаете, книжное издательство теперь выпустило. То есть он создал аудиовариант русско-хакасского словаря. Если вы там видели, словарь для школьников. Они его озвучили. Полностью, не полностью я не знаю, но в общем на сайте книжного издательства вы найдете аудио, тексты, вот аудио того, что они вот, то, что есть в словаре. Вот другой сайт, Хакасский словарь онлайн, о том, о чем, наверное, мы говорили, его, как бы, наверное, многие знают, где можно найти какие-то аналоги перевода русских слов. Тут, я не знаю, кто хозяин этого сайта, по-моему, московский какой-то программист, он из Москвы, кажется, не знаю, кто работает, но, в общем, такой сайт есть. Там достаточно неплохая информация по грамматике, но, в общем, он взял из учебника и перенес в интернет. Есть фрагменты хакасского языка в askizone.ru, и кто знает, вот кто-то держит сайт Askizone, случайно не выйдет? Нет? Я не знаю, кто автор, в общем, со Askizone. Они тоже, у них сайт на русском языке, но периодически размещают хакасские тексты, в основном это уроки изучения хакасского языка. И словари тоже. Есть один очень хороший сайт, мне он нравится. Это сайт электронный корпус хакасского языка, он так и называется. Если вы в Яндексе забиваете вот это сочетание слов, вы встретите. Этот сайт, чем он хорош? Дело в том, что вот, допустим, вы набираете текст на хакасском языке, да, и вам надо проверить на ошибки. Надо же проверить, надо. Пока у нас нет такого ресурса, где можно было проверить. А здесь это можно сделать. Вы все хакасские, тут есть, я тут не покажу, но в общем, в одном из разделов, по-моему, в тексте или где, окно, и в это окно вы вставляете текст полностью. И там все хакасские слова, они, если это ошибка, он подчеркивает, что это не хакасское слово, и если ошибка, оно там красным выделяет. То есть, иначе говоря, можно хоть как-то проверить грамотность, свою грамотность. Вот этот сайт тут поможет. Реально хороший сайт, это идея, этим занимается сейчас доктор филологических наук Дыбо Анна Владимировна. Она, по-моему, москвичка. Ну и дальше. Видеоканалы на хакасском языке. Это я сайты, ну, какая информация есть, такую информацию собрал. Ну а теперь какие каналы есть на хакасском? Одна из первых версий хакасского языка, это версия Инги Людовиковны. Она читала курс, ну вы знаете, вела в телевидении Абакана изучение хакасского языка. И Толы Хоры, я не знаю, кто такой, по-моему, он киргиз. В общем, не знаю кто. Он часть видео просто взял с сайта Абакана, скопировал и залил в свой канал. И хорошо, что он его залил. Дело в том, что я сейчас захожу на сайт Абакана, и вот этих курсов уже там нету. А он не все успел, к сожалению, залить, а я так понимаю, Абакан то ли они стерли или не стерли. В общем, на сайте этой информации нет. И вот, давайте я сейчас покажу, как выглядит сайт. Если открою сейчас.
Вот Инга Людовиковна, ну, тут, по-моему, звука нет, да? Есть у нас звук? Перед вами последний специфический звук. Вот это работа Инга Людовиковна, она продолжает работать сейчас, я не знаю, сейчас над какими медийными проектами работает, по-моему, она со студентами там что-то тоже что-то делает. Дальше. Хакасский язык плюс, это я попытался сделать канал, тоже. Что такое хакасский язык? Обучающие курсы на хакасском языке. Ну, давайте мы сначала разберем. Обучающие курсы и попытался попробовать сделать какие-то начитки и, в общем, экспериментирую тоже и собираю информацию по хакасскому языку вот в этот канал. Дальше есть группа Асхр. Она вот недавно только серьезно начала заниматься. Они открыли свой канал. Асхр Хакасия так и называется. И теперь они уже выставляют свои видеоуроки. Ну тут можно их посмотреть. Одна из последних. Изедер Арлах Эфестер. Меня надо Мария Лукина. Вот, это Асхр Хакасия. Ну, дальше у меня есть свой собственный канал на хакасском языке. Там тут я, в общем, любой бред на хакасском языке закидываю в этот канал, пишу все, что мне попадается на глаза. Там стосовно середно ползване видеоканалу на Али. Пишу, даже со смартфона пишу просто по дороге. В общем, пишу все, что есть. Конечно, если бы серьезно заниматься, там, сейчас думаю, надо выходить уже на другой уровень, потому что вот этот уровень, он такой любительский. Это проба пера, проба техники, проба всего-всего, там даже точки, куда научиться нажимать, это же учиться все надо. Теперь нужно, думаю, уходить на профессиональный уровень как-то и уже систематизировать какие-то рубрики, темы, допустим. Дальше идет сайт ГТРК, ГТРК я уже говорил, у них хакасская редакция, они ведут, у них есть разные рубрики. Сообщения на хакасском языке есть, Иртен Хакасия, в общем, у них там где-то 6-7 рубрик, и эти видео, они все есть. Если захотите послушать их, эти передачи, можно просмотреть и, в общем, анимировать для себя. Если что-то просмотрели, здесь можно увидеть. Ладно, дальше поехали. В общем, они на сайте размещают, это ГТРК, это радио, как я сказал, что есть радиопередачи, Хабар, так дальше. Это телевидение на сайте ГТРК Хакасия, также они размещают контент, художественные передачи свои на отдельной странице. Так. Ну и немножко сакцентирую внимание на перспективу развития хакасского языка. Я, допустим, так понимаю, если мы действительно хотим развить хакасский язык из того состояния, что сейчас есть, наработано, а наработано довольно-таки неплохо, то, конечно же, мне кажется, что нужно, социальные сети – это один из вариантов. Я думаю, что хорошо человек занимается переводом, да. И второй вариант такой, мне кажется, он тоже серьезный, это блогинговая система. Представьте, что если бы каждый имел бы свой собственный блог, те, которые хотя бы заинтересованы, да, блог на хакасском языке, понятно, что и на других языках тоже,
то эта система блогов, она дала бы какой-то импульс для своего собственного, во-первых, развития. Ну, почему? Каждый человек обладает какой-то профессией. И что-то он все равно может написать на хакасском языке. Может на разных языках написать, ну, на 2 языках как минимум, допустим, да, как-то оформить. И, конечно, блог – это одна из лучших возможностей. Дело в том, что вот социальные сети, понятно, там это массовая, то есть возможность приобщиться к большой массе. Но когда вы делаете свой собственный блог, именно вот, тогда вы начинаете видеть интернет еще глубже, чем только в социальных сетях. Дело в том, что вот в социальной сети вы не сможете монетизировать, допустим, не сможете поставить свою собственную рекламу. ВКонтакте это все равно чей-то чужой сайт, это, допустим, Усманов и его компания, они, допустим, хозяева этого сайта. А когда вы владеете вот вы своим собственным доменом, вы становитесь сами хозяином. У вас, конечно, тогда появятся возможности организации, каких-то других проектов, которых нет в интернете, или подобные проекты. И мне кажется, вот, можно начать пока с таких простых вещей, как WordPress, а потом можно уйти в программирование. Если у кого нет опыта программирования, допустим, уже можно погрузиться. Даже если взять чисто WordPress, там уже идет разделение профиля, допустим, там плагин написать надо становиться специалистом плагина, надо написать тему, допустим, оформление, уже специалист. Там, то есть идет уже узкая специализация. А WordPress это огромнейшая тема, там тоже можно маленький какой-то свой поток денег можно тоже построить чисто на таких вот, скажем, просто на продаже каких-то инструментариев для сайта. Ну и вот блоги, конечно, и видеоканалы. Смотрите, вот в чем преимущество видеоканалов. Допустим, человек еще пока не умеет делать ничего, да, но сотовый телефон есть у каждого. Если вы открываете аккаунт в Google, это gmail.com, там, соответственно, на автомате у вас появится возможность открыть канал в YouTube. И вы можете любую информацию закидывать в YouTube, потому что сотовый телефон есть у каждого. К сожалению, сейчас прямая трансляция по сотовому телефону стала невозможным, а раньше это было возможно. Но, тем не менее, можно вести уже осмысленно какую-то свою идею и, в общем, делиться с народом. Мне кажется, это очень было бы неплохо. К сожалению, я пока не знаю, чтобы хакассы как-то активно вели блогинг. Вот, пока не знаю этих людей. Может быть, просто не знаю. Вот, ну, есть Рустам, вот одна семья, Наташа, Чертыгашева, по-моему. Они живут в Москве, вот парень ведет, у них есть канал, по-моему, 10 с лишним тысяч подписчиков у них. И, в общем, он ведет курсы по тому, как выстраивать отношения между девушками и парнями. В общем, ну, такая интересная тема, но парень ведет. Ну и теперь по монетизации, то есть по возможности заработка. Конечно, это очень большая тема, я не пример тут заработка, потому что надо приглашать других спецов, но тем не менее я попытался посмотреть, как это делается технически. Возможно ли, вот, как это настраивается, какие кнопки нажать. Вот в YouTube, например, чтобы поставить канал на монетизацию, там есть определенные условия. 1000 подписчиков, это минимум, и, по-моему, 10, сейчас, 40 тысяч часов просмотра. Сейчас я тут... Так. Ну, в общем, есть определенные условия, там потом покажу. У меня есть один канал, называется «Неофициальная Хакасия», тоже винегрет, но он мне дает на автомате ежемесячно $10. Ну, вот, как бы, в общем, я специально за этим не слежу, но это вариант пассивного дохода. И $10 можно превратить там и в 50, и в 100, затем и в другие суммы. Но тогда, конечно, уже нужно заниматься серьезно. Чем серьезнее отношения, тем серьезнее результаты. А это, конечно, только пример того, что можно в эту сторону пойти, вот как бы с чего начать. У меня там получается всего ничего, там 2 с лишним тысячи подписчиков, но тем не менее вот 2500 подписчиков в месяц дают $10. Примерно так. И вот сайт. Теперь я вот Google, там есть Google AdSense, у них своя бухгалтерия. Я к этому сайту прилепил, в общем, прицепил hakas.info. Сайт, уже не блог, не YouTube блог, а сам сайт. И этот сайт мне начал давать $5 в месяц. Там у меня посещение идет небольшое, 150, 100, там 50 падает. В общем, да. Ну, там $3-5, как бы пассивный доход уже примерно выстраивается.
Ну, это сумма за март месяц, 5 с небольшим долларов. А это тот проект, который я только что открыл, hakas.info. Именно вот этот сайт, он дает вот эти 5 долларов. Но там сейчас по монетизации, там же деньги с чего идут? С рекламы. Оказывается, нужно еще хорошо настраивать рекламу. Я просто не знал, как бы. И баннеры нужно четко уметь размещать именно там, где нужно. Если, допустим, переборщите с количеством баннеров, допустим, где-то по сайт-бару, да, то тоже Google блокирует такие сайты. В общем, тоже надо знать тонкости монетизации, технические настройки. В Хакасе есть различные гиды, как и в формате книг, аудио, и также, получается, есть приложения различные. Но получается у всех проблема, то, что они все скучные. Также получается, как и много в Google Apps, то, что более 4-5 гидов есть, они все скучные, все мертвые, контент не загружается, аудитория просто мелкая. Получается, когда загружаешь гид, он тебе дает просто как обычная книга, больше ничего. Чем получается занимался я почти 2 года разрабатываю. Во-первых, получается, получается, именно по вашему запросу будет геопозиция, допустим, место какое-нибудь интересное. Здесь. Ну, смотрите, возможно, мне бы сейчас, вы сейчас меня спросили бы, зачем еще один гид, возможно, еще один мертвый гид. Я бы сейчас ответил на этот вопрос, потому что есть гиды в электронном, в печатном, в аудиоформате, но новый гид не просто будет вам показывать скучный набор текста или озвучить голос диктора на 10 лет, без 10 лет назад. Он будет вас знакомить с городами, с селами. У нас получается, Хакасия обширна своими достопримечательностями, культурами, кухней своей. Но даже коренные народы даже получается, то есть уже давно живет, даже по сути обо всем не знает. Именно на новом гиде все это будет. Получается, можно будет посмотреть, как приготовить это, как добраться до какой-то глуши, допустим. Какую преследуем, допустим, мою цель? Туристы, допустим, приезжающие сюда, в Абакан, в различные города, чтобы не просто знать, где, допустим, куда можно сходить, в баню, какой-нибудь поесть, или какой-нибудь обычный Преображенский собор, а именно узнали все тонкости культуры хакасской кухни, также где можно просить помощи наших духов древних, много другое. Гид по Хакасе работает на платформе Android, в дальнейшем идет разработка на iOS. К сожалению, я на проекте работаю один, может даже и к счастью, потому что конкуренты, конечно, мне не нужны, как говорится. Работать, в принципе, на нем легко. Я оптимизировал работу именно только для одного человека. Ну, далее. Загрузки именно, получается, к сожалению, презентации нет, она была, но по некоторым техническим трудностям. Нет, получается, по моим косякам на копии презентации уничтожилась. В общем, последний текст я составил за 2 часа. У меня все было, но все, к сожалению, делалось. Далее. Есть демонстрационная версия гида по Хакасии. К сожалению, она находится также на моем компьютере. Короче, вы один. Да. Можно вопрос, на каком движке вы пишете? Я понимаю, что на андроиде, навигационный движок вы выбрали? То есть Google Maps. Google Maps. Да. Я видел ваш гид. Ну, я понимаю, что наш гид. Просто у нас прошла проблема, что проект презентовали, а движок навигации, он не очень корректный. То есть данные со спутника не всегда совпадают с данными по факту. То есть Google Maps тем и грешит, что у вас карта идет, дорога в 5 метрах от вашей фактической дороги. Ну, возможно, ошибка в телефоне, но получается... Нет, это ошибка геопозиционирования Google Maps. То есть у Яндекса карта строится корректно, и у Яндекса просто проблемы с API. То есть Яндекс дает карту слоями. То есть Google Maps вы просто открываете на телефоне, он у вас работает. А у Яндекса проблема нет, маршрут я простраивал, у меня ошибка. Вы выезжали на место, где у вас не так много... Я говорю, у меня готов он.
все, все получается, демонстрационные вкладки готовы, все работает. Наполнением контента занимаетесь вы? Да, только я занимаюсь. Далее. По оптимизации можно, получается, загрузить гид даже на самый маленький, допустим, Samsung J, также на планшет оптимизация будет абсолютно любое устройство. Также по iOS оптимизация будет так и на 4S устройства, так и на iPad будет оптимизация. Ну, далее. По туризму. В гиде будет геопозиция в реальном времени. Ближайшие достопримечательности. Ну, допустим, находимся не в эскизе, допустим, через 200 метров у вас будет какая-то достопримечательность, заправка, место отдыха. В общем, когда мы в дороге, бывает так, что именно отсутствует интернет. Такое частенько бывает, когда уезжаю, допустим, где-то за эскизом в горах. Получается, поддерживается формат офлайн режима, сразу подгружается вся библиотека, и все это уже отслеживается. Но после офлайн режима, к сожалению, уже геопозиции не будет. Определить уже можно будет все быстро. Далее. Ни один из гидов, к сожалению, не сделал хакасскую еду. Ну, допустим, где можно ее поесть, как можно ее приготовить самостоятельно. Там, получается, есть именно справочник, не просто печатный текст, там, получается, будет именно в формате видео, аудио, как это все готовить, все этапы. И далее. Фрагменты есть? Это будет прям в приложении? Все в приложении. Вы не будете, что это перенасыщено? То есть не лучше вынести это на отдельный проект? Можно, в принципе. Но в приложении, если это будет, то это будет перенасыщено. Нет, именно, получается, в приложении будет ссылка на это, будет именно окошко. Так, далее. Допустим, там дальше, получается, будет этап, допустим, остались в горах, нет электричества, нет ничего. Когда соорудить свое убежище. В общем, гид, который занимается именно полностью туризмом, а не поверхностью. Преимущество перед другими гидами у нас какое идет? Материал у нас, получается, подгружаться будет постоянно, будет именно идти. Я буду подгружаться каждый день в 10 часов в автоматическом режиме. У нас, получается, есть партнеры, уже, получается, в основном это такой туристические компании, работают, которые именно туризм по Хакасии. Частные гиды, допустим, магазин какие-то этно, уже, получается, готовы сотрудничать. Далее. Активная техническая поддержка. Получается, можно будет связаться так, по скайпу, по телефону, можно, получается, вызвать какие-то вопросы, сразу, получается, можно будет связаться и поговорить. Связаться с кем? Здесь уже получается либо со мной, либо с моим партнером. Да. Получается, также можно будет забронировать отель. Как, получается, будет бронироваться отели? Допустим, выбираете какой-нибудь отель, сразу же будет договоренность с ними, где, получается, можно какое время забронировать. Письмо сразу отправляется на почту, прямиком на гостиницу или отель. Запрос идет и сразу же к ним на почту. Да. Также с покупками с билетами в театры. Получается, можно сказать, мини-копия даблгиз, все же есть даблгиз. Получается, все же видели подразделы, допустим, магазин какой-нибудь. Именно этот гид использует, будет распространяться по всей Хакасии, в эскизе, даже какая-нибудь самой далекой деревушки. Далее. Далее, так, по покупке билетов, допустим, также будет доступна доставка. То бишь, будем выделять подработку студентов по доставке. Частенько ищут люди подработку, также, получается, будем выдавать, курьеры будут работать. Оплата будет идти с проекта также. Далее. По поводу путеводителя также. Можно, получается, так и в аудиорежиме прослушивать. Получается, будет записываться все по-новому абсолютно. Будет специальный гид, все это вести речь. Все новое. Также будет подраздел, допустим, у каждого человека, скорее всего, бывают такие потребности, допустим, такой вопрос, где можно, допустим, сегодня мне отдохнуть после тяжелой недели. Выбирайте подраздел сегодня, получается, можно в автоматическом режиме, вам приложение уже самостоятельно уже подберет, куда можно сходить в парк, цена, получается, билета, кинотеатр, цена, получается. Также есть, получается, подраздел вопрос.
Можно задать вопрос, и люди, либо техническая поддержка, что находится онлайн, могут на него ответить. Может, получается, вы и вы. Да. Пара Александр, такой вопрос, да, получается, вот надо будет, наверное, предварительно, прежде чем этот гид запускать себя, да, какую-то анкету составить по интересам, да, например, мне это не интересно, он будет мне предлагать варианты, которые вот мне абсолютно вот не интересны. Там Например, фильтр. Там есть фильтр. То есть, как я для себя сначала обозначаю тем моментом, что мне будет интересно. А не проще ли создать изначально вот как бы Разбить по разным проектам, это будет проще. персонализация, что ли, вот, допустим, я создал, допустим, свой аккаунт, да, и он под меня уже будет полностью ориентироваться. Я же говорю, Мне кажется, фильтр не лучше. я же говорю, там фильтр получается. Вы выбираете критерий, там фильтр есть. Также Ну, можно заявлено, выбрать. рекламы не будет. Там получается можно выбрать. Фильтр по сезону. Какой? По сезону. Можно и так сделать. Получается, фильтр можно по городам, по районам распределить его. В деревне Ну, где-нибудь. например, зимой это явно я не поеду куда-то там. Да, и получается, все это будет учитываться, конечно. Да. По маршрутам, получается, прорабатывается сейчас тема, сейчас мне Каскар сказал то, что именно геопозиция. Маршруты, получается, будут выстраиваться в ручном формате, но получается, геопозиционирование идет по ним точно. Партнеры, получается, будут идти наши по туризму. Получается, можно будет либо приобрести маршрут, но, получается, как предложили они, чтобы Вопрос по сертификации маршрутов. То есть ваши маршруты сертифицированы будут? Да. Или вы просто отдаете их? Нет, Да. не будет сертифицированы. То есть тогда правила безопасности... Да, как- я, получается, не говорю, что это, получается, уже будет заниматься именно партнеры по туризму. Они, получается, занимаются именно туризмом по Хакасии, все это будет То загружено. есть также проблема, как с Яндекс.Такси сейчас не выйдет, что вы отвечаете за туристов, которые идут по вашему маршруту. Нет, получается, мы будем просто партнерами То есть вы туристической предоставляете компании. только информационные... Да. Да. Получается, сюда будут погружаться различные магазины, гиды, частные даже. Получается, это можно сказать как пиар-площадка. Ну, то есть вы некоторый агрегатор, который собирает все возможные развлечения по республике, также культурные, этнические, все Да, праздники да. хотят отразить и собрать все в одно Да, место. также получается, есть по поводу праздников, есть пуш-уведомления. Допустим, до праздника осталось 23 дня. Получается, можно уведомление такое выйти. Финансовую сторону проекта оценивали? Да. Я, получается, сколько я работаю на проекте, я не потратил на него никаких. Так, дорогие участники, у нас времени мало остается. Я предлагаю сейчас дать возможность Акаю закончить свое выступление и потом кратенько перейдем к вопросам по проекту. Дальше у нас по плану еще презентация проектов ЦИНТа и какие-то замечания к резолюции, возможно, предложения запишем. Поэтому пока я продолжу. Так, в итоге, что я хочу сказать. Первая, получается, демонстрационная версия именно для аудитории будет, скорее всего, доступна уже в первых числах июня. Там, получается, будут базовые 4-5 маршрутов. Так вот. То есть можно будет приобрести или просто скачать? Просто скачать, он бесплатный. Клуб Хакасия. У меня вопрос по названию. Ну, название можно решить. Ну, просто... Вообще, получается, он был как переименован под путеводитель по Хакасии, но аудитория решила лучше, чтобы гид. Мгм. Так, ну какая-то закончу, да, получается? Да. У меня тогда сразу несколько вопросов будет. Первый вопрос. Если все-таки твой проект выходит, ну, как именно настоящий проект запускается, кто у тебя будет потенциальный заказчик проекта? Именно... Вы, ну, составлять требования к твоему проекту, оценивать рентабельность твоего проекта. И не рассматривал еще, кто это может быть? Нет. Потенциально? Получается, нет, я вообще, по сути, писал его для себя, потому что мне было интересно, куда можно съездить. Я, получается, разрабатывал только для себя, потом мне только в голову пришла идея лучше вот для всех, чтобы начали все пользоваться. Я когда, получается, ввел запрос, вводил, искал, нифига ничего не находил. Получается, это устраивало. То бишь, был только для меня как создан. Ну вот как ты сейчас предлагаешь, презентуешь свой проект, возможно, поддержку ищешь по этому проекту, ты таких два момента рассматривал по поводу монетизации и, соответственно, по маркетинговому плану, как будет это приложение продвигаться в массы. То есть мало того, что ты его запустишь, как бы, он у тебя появится в App Store, в Google Play, но и нужно же, чтобы люди о нем узнали еще. По маркетингу сказать, если могу. По монетизации будет именно идти Google, Google это, по-моему, Notes.
То есть за счет показа рекламы? Да, не только, получается, далее. Там также, получается, доступна покупка баннеров. Там можно, получается, на каждый город, на каждое село купить баннер. Это будет не слишком навязчиво для пользователей? Нет, можно включить. Там все настраивается, там фильтр. Нет, подразумевается, что если у тебя монетизация будет в приложении вести за счет рекламы, то будет показ рекламы вестись в приложении. И когда будет у тебя интернет на телефоне, естественно, будет эта реклама демонстрироваться в виде всплывающих баннеров и так далее. Ну, вот я и спрашиваю, это не будет слишком навязчиво? Или это предполагается, что человек, если ему это не нравится, он должен заплатить денежку и, соответственно, чтобы у него отключить? Возможно, насчет монетизации я еще решаю вопрос, получается, я думаю, вводить, не вводить. Еще потому что я не преследую таких целей, как увидеть много оттуда денег. У меня, получается, есть еще помимо этого 2 организации, где я хорошо зарабатываю. Получается, гид мне нужен, чтобы он просто работал и приносил пользу людям. Можно так сказать. Ну, вот сейчас на самом деле в Хакасе есть такая проблема, что нет, грубо говоря, того самого, пускай это будет в бумажном виде, либо это будет в виде приложения, тот самый некий туристический гид, который будет содержать все основные достопримечательности по разделенным по регионам. Допустим, мы едем с вами в Таштыбский район, нам нужно видеть все достопримечательности, которые есть в Таштыбском районе, все заведения питания, досуга, кемпинговые площадки, туалеты и так далее. Да, все это есть. Причем, если мы рассчитываем на развитие туризма, то нам нужно и оценивать аудиторию англоговорящих и немецкоговорящих людей, и, соответственно, еще у нас Китай. Китайский язык, немецкий, английский язык. И у нас, соответственно, в этом гиде уже нужно предполагать наличие вот этих 3 языков, а также возможность потенциальному туристу, который прибывает к нам на территорию региона посредством железнодорожного транспорта, авиатранспорта, либо автомобильного транспорта, этот гид получить. То есть, как он может его получить? Допустим, в других регионах, в других странах это реализовано как? Есть некие стенды местного туристского информационного центра стоят, где размещен либо в бумажном виде этот гид, либо где QR-код, где можно скачать соответствующее приложение. Вот эти вот все моменты как-то рассматривал. Да, конечно. По поводу языков, получается, возможно вести, но это будет подольше. Английский язык без проблем можно внедрить, а китайский. Потому что именно реализовать твой проект, как я вижу, для этого есть 3 пути. Первый путь – это мы берем какое-то учреждение государственное, либо орган власти, который выступает заказчиком, и он либо объявляет конкурс, аукцион на закупку по разработке этого приложения, либо он берет в штат специалиста, который этим будет заниматься, либо это будет, соответственно, приложение, которое ты разрабатываешь, и, соответственно, у тебя появляется инвестор частный. Либо третий вариант, ты рассчитываешь на какую-то грантовую поддержку, собираешь команду специалистов, возможно, и так далее, которая тебе поможет реализовать это приложение. По сути, можно рассмотреть любую, но, получается, в прошлом году я рассматривал как поддержку грантовую. Получается, если можно на инвестиции. А какие-то еще варианты рассматривать, возможно, поддержку частных инвесторов? В принципе, рассмотреть можно, даже не задумываться. Просто смотри, в качестве можно использовать твой гид в качестве рекламы тех самых организаций, которые у тебя выступают инвестором. Ну, в каком виде? Допустим, рядом есть такие-то места питания. Ну, тебе предоставляется, как владельцу приложения, скидка 5-10% на организацию питания. Ну, соответственно, человек видит, раз, вот здесь у меня скидка по моему приложению, я пойду сюда, пообедаю, поужинаю. Интересно. Не смотрел, да? Нет, идея интересная, в принципе. Ну, может, еще какой-то вопрос есть у кого? Вопрос по обновлению информации. Постоянно же меняется все. То есть, как ты говоришь, будет какой-то сеанс, а сегодня нужно пойти в кино или в театр. Да, кто будет этим заниматься, только ты постоянно. Получается, я могу тащить других людей. Но именно разработкой как-то занимаюсь только я. А по материал можно уже другие вести. Там уже не будет, как говорится, безразлично. Но сами материалы они будут регулярно обновляться. То есть первоначальное выполнение только как тобой выполняется, да? Да. А ты не договаривался с магазинами, то есть
право на размещение. Ну, то есть, Чтобы они сами- чтобы они сами на тебя выходили Ага. и сами подавали заявку, некоторую анкету для них составить, что нет, у вас надо координаты, часы работы, Пока, что у вас есть. пока еще нет, потому что я считаю, что мы еще не доработан. Ну, то есть у тебя есть некоторое тех задания, по которому ты движешься. Да, есть. Что у тебя есть пункт, что есть структурированная база, чтобы у тебя потом не вылезло, что у тебя нет режима сезонности, например, горнолыжного базы. Нет. Там такой, чтобы не 90%. Так, ну, вопросы есть? Спасибо большое за Что, доклад. поздно выходит? Да. Жаль, что поздно выходит. Еще в середине мая. Так, но мы в том учреждении, в котором я работаю, государственном учреждении Центра информационных технологий Республики Хакасия, у нас есть несколько проектов, которые мы сегодня вам продемонстрируем. Один из них называется «Битва с шаманом». Данный медиапродукт был разработан в рамках подготовки секции по историко-культурному по сохранению историко-культурного наследия посредством IT-технологий на форуме Сибирью. Реализован это было в 2017 году. Денис сейчас продемонстрирует его. Как будешь игроком? Добровольцем? Я? Да. Я что-то решил. Нет, Это сокол с рифом, Да, это с использованием виртуальной реальности, технологии виртуальной реальности с шлемом HTC Vive. А может есть добровольцы, кто желает в виртуальной реальности побывать? Страшно. Да пошли, да. Интересно, что. Я ж не вылез, да? Второй, да? Ты будешь первым. Наш инженер-программист Денис Береженко, это тот самый специалист, который участвовал в разработке данного проекта. Он сейчас вам вкратце примерно расскажет, Нет, свет не нужен, наоборот, выключите, пожалуйста. что из себя представляет данный проект. Так. Скрывайте чашу. Сейчас даже вставь нормально в сцену. Лучше к людям. Скрывайте чашу. К людям как бы Скрывайте чашу. Масло из чаши пролей на огонь. Это подарок духу огня. Он поможет переместиться в мир духов. Ударь в бубен, чтобы переместиться в мир духов. Ну, отдельно какие-то мини-проекты, которые Чтобы начать битву с духом болезни. Защищай свою атаки духа и наноси удары мечом. Денис, расскажи, что это? А я тебя не стукнул? Это что было? Он сейчас как-то что видит, вот, видите, он головой вращает, да, и вот это происходит. Вообще так называемый хакасский обряд секси. Хакасский обряд по излечению больного. Больной болеет, ну, оспой. И вот вызвали шамана, и через каскад в качестве шамана пытается победить. Что сделать не навредит. Теперь нужно очистить тело и душу больного от следов пребывания духа болезни. Дым от священной травы Ирбен-Оды сумеет это сделать. Проведи чашей со священной травой над больным. Верни его в сознание. Что делать надо? Просто над ним. Просто Больной исцелен. Наши предки считали, что добро и зло — две стороны одного целого. А
окончательной победы в этом противостоянии не суждено достичь никому. Но побеждая на стороне добра в отдельных сражениях, мы сохраняем самое ценное, чем смогли одарить люди и боги — нашу жизнь. Спасибо, дорогой друг. До скорой встречи. В прошлый раз проще было это все. Это обряд мы консультировались со специалистами, непосредственно с Ереминым Валентиновичем. Вот он нам подсказывал какие-то вот моменты, вот именно исторические, этнические моменты. Ну, чтобы та же юрта у нас составлена, интерьер юрты. На какой площадке будет реализовано? А? На какой площадке будет реализовано? Это на Андрея, вот. Нет, я имею в виду в каком-то месте определенном. А мы периодически выходим как бы в люди, то есть какие-то мероприятия проводятся, наш стенд стоит. Просто по мероприятиям. Я думаю, может быть, в Казановке, например, постоянно. В Казановке были, да, на праздниках мы приезжали, стояли в Казановке. Довольно-таки спрос неплохой, и как у взрослых, так и у детей. Ну, можете попробовать. Каскад просто сильно сдержанный. У нас было такое, что и кричали, и визжали, особенно когда он нападает. И когда вот тут высоты, допустим, мужчина стоит весь такой, ну прям мужчина стопроцентный. А когда вышел на обрыве начинает так, там его чуть ли не падать, отскакивать. Вы программу, получается, сами все писали, да? Все сами писали. А ноги есть у него? Я под ноги не посмотрел. Не, ног нет. Проект у нас реализован, готов. Он, в принципе, полностью для того, чтобы развернуть его на любом стенде. Проблема в том, чтобы его где-то стационарно разместить на какой-то площадке. Это необходимы затраты приобретения этого комплекта оборудования, соответственно. Плюс площадь. Да, минимально, вот выделить площадь для того, чтобы данный стенд функционировал. Там еще. Я вот тоже как-то, когда около столько появился, Солерик его заказал, поляне запускал. Народ пришел, не понимал или что, я не знаю. Ну, у нас, видите, тоже никого не было. А? Никто не вышел. Ну, нет, ну почему там некоторые есть, ждут реально, там на горках катались, там шатаются, все файн. Потом я посмотрел, в интернете есть уже специальное кресло для них сделали. Ну да, есть всевозможные там и треки, и тейблы, это когда уже можно прям сейчас ходить на месте стоять. У нас просто народ, особенно взрослые, стесняется. Надо вот как раз вот мы, допустим, на тоже дне города стояли, вот, все подходят, смотрят, и никто не... Только один начинает играть, все, пошел наплыв. Где-то часа полтора люди просто отбоя нет. Потом опять затишье, опять все подходят, стесняются, никто нет. Это появление следующей инициативы. Да. И опять так же кто-нибудь завизжит, закричит, все, сразу толпа сбегается, что-то здесь интересно. Нам сообщили, что нам по времени нужно потихоньку завершать нашу секцию. Представим вам еще один наш проект. Это мы разрабатывали брошюру с нашими проектами, реализованными учреждением. Присаживайтесь все поплотнее, чтобы все видели. Вот. Здесь используется технология дополненной реальности. Здесь мы собрали все наши основные наработки, которые были сделаны за 5 лет существования нашего учреждения. И, соответственно, было создано приложение. Оно есть как на Android, так и на iOS. В принципе, здесь есть QR-коды, кому интересно, можете скачать и установить себе. Соответственно, мы берем с вами в данном случае планшет с камерой из приложения, наводим, и картинка у нас магическим образом оживает. Здесь у нас купится видеоролик с нашим проектом. Нажмите кнопку на 3D. Мы видим с вами Салбурский курган. Вот, можем его покрутить, осмотреть. Единственный момент, что обязательно должна захватываться маркер, к которому привязан данный объект. Увеличить. Также у нас есть по Кашебинскому дворцу. Здесь у нас видеоролик также идет и 3D-модель. То есть, когда ты билет на зип покупаешь, ну, сейчас вам остальные покажу. чтобы у тебя вот так не просто завтра подошел, у тебя какая-то штука высветилась. Я он был уникальный. Можете Ну, то есть, самостоятельно 100 покрутить, билетов, например, посмотреть. Вот здесь сколько? Сколько человек это делали? Это у нас один из наших маркетинговых проектов.
Пока на него заказчика нет. Но вот, возможно использование в виде маркера на тренажерах спортивных для демонстрации, как правильно пользоваться. Это у нас следующая личина. Там видишь, в эйфории ограничения есть. Через эйфорию. Ну что я сказал так? Если не покупать, то там, конечно, спишь, если бесплатно, там... Это как на алкоголе, да, там получается изображение такое на бутылке есть, просто наводишь, приложение запускаешь, и там он начинает рассказывать. Ну да, нечто подобное. Подобное тоже разработка есть. Личина оживает, начинает Дмитрий Пулеменов не у вас работает? Ну, раньше. Раньше у вас, да? Гидро он вам не привозил? Гидроконтролер? Ну вот, можете попробовать. Что-то вернуться никак не может. Посмотреть. Ну такой же кому контролер. интересно. Я ему на пробу давал. Я оставлю. Приложение какое-то? Да, да, приложение есть. В приложении можете скачать вот QR-коды есть. А вы какую брошюрку видите? Брошюрку можете скачать и распечатать. В самом приложении она есть? Да, она в самом приложении есть. Здесь есть ссылочка с маркером. И здесь скачать маркер. И вы перейдете на наш сайт, и там будет, соответственно, откроется ссылка с нашим PDF-документом. Для Oculus Rift вот это долго делали вообще? Ну, это HTC Vive, не Oculus Rift. Ну, это HTC Vive, не Oculus. Ну, примерно так. Долго вообще делали? Порядка полгода. Там посмотреть, как У нас были сроки сжатые, потом, конечно, оптимизация, доработки тоже. А вот именно первый продакшн где-то месяцев, по-моему, Наша 4 или цель 5. стояла, что мероприятие было, форум сидел, нам нужно было запускаться к нему, чтобы у нас проект работал. А это как-то грант какой-то был? Нет, или не грант. Просто сами работаете, работу какую-то делали? У вас как государственная организация, вы же имеете право сами зарабатывать там? Да, мы автономное учреждение, у нас в том числе мы можем оказывать услуги коммерческого характера. Так, ну я предлагаю всем собраться буквально на 3 минуты. Я сейчас проект резолюции от нашей секции озвучу, может у кого-то будут еще дополнения, замечания. И с вами потихоньку будем завершать. У нас 3 тезиса выделены. Первый – это создание регионального публичного репозитария сети интернет, включающий информацию об историко-культурных ценностях Хакасии, музейных комплексов, описание их фондов, расположения, оцифрованные 3D-модели объектов культурного наследия с фото и видеоматериалами расположения этих объектов на карте с указанием координат. Второй – создать туристический мультиязычный гид с возможностью как самостоятельного поиска основных маршрутов и объектов инфраструктуры, кемпинги, туалеты, визит-центры, так и возможность получать ответ в онлайн-системе с использованием чата или звонка сотруднику туристского информационного центра, который будет представлять собой некую диспетчерскую для приема звонков от туристов. И третье – содействовать популяризации информационно-образовательных ресурсов для получения компетенций в сфере информационных технологий, организации деятельности по типу фриланс. Может, у кого-то еще будут дополнения, которые нужно будет отразить в резолюции. Дополнений не будет? День надо сначала продумать, а потом заставить делать уже еще. Да. Государственное стимулирование проектов. Развитие хакасского языка. Ну, видите, нам нужно именно конкретно какой-то проект указать в резолюции, который будет достижим в течение 1-2 лет. То есть здесь сроки обозначены. Ну, попробуем реализовать тогда проект по квесту. Да, вот Будем просто браться это за него? вообще интересно. Давайте. В каждом районе, Давайте например, включим. ну, Тогда мы это формируем как? все равно в каждом районе какие-то свои... Реализация геоквеста. А именно создать некоторую площадку, ну? Ну это будет геоквест. Геоквест, да. Реализация геоквеста. С использованием хакасского языка. Хакасского языка и Хакасской культуры, да. То есть Хакасскую взять какую-то историю. легенду, этнос какой-то, взять ее как оболочку загадок истории. Чтобы можно туда же вплести знания хакасского языка, чтобы сделать на хакасском языке. Культуры и языка.
Нужно культурного наследия кавказского. По переводу языка. По поводу перевода ВКонтакте. Ну, я вот сейчас попробуем через интернет, грант через язык. Вам нужно в первую очередь донести все-таки до масс о том, что вы ведете такую деятельность. Должны люди узнать об этом. Возможно, вам посодействуют и напишут о вас статью в Хабаре. Получится же так? Ну, там проблем нет написать. Вам что-то позволить, я у себя напишу тоже. Хабаре как раз мне и помогали тоже переводить в первое время. Можно выступить на телевидении. Что у людей нет свободного времени. Да. Проблема. Те, у кого есть свободное время, они хотят потратить на то, чтобы заработать какие-то средства, поэтому Я и так послушал, пока я не делал, в эскизе делал, себя на странице делал. Все, кто хотели отзываться, ну, как мне отзывались. Да, вот получается, многие не видели. Да, я Чтобы группу как-то, в группе надо продвинуть ее, чтобы люди ее видели. Она в поиске сразу не появится сама. Нет, ну просто, чтобы люди рассказал другому человеку, он сказал, что зайди в группу, я там все расскажу. Да нет, кому надо, они уже обращались у вас в личные сообщения. Репостов дофига было, лайков тоже дофига, и комментарии тоже, споры шли уже. Нужно это или не нужно, обсуждение мощное. А СКИС может рассказать, как об интересно написать у себя в группах. Одно дело написать, другое дело помочь уже практически. Тут просто людям самим, да, чтобы его переводить реально трудно, да, стимул нужен. Вот ты просто вечно после работы приходишь на самой иногда лень все сделать, а там еще... Ну, благодаря освещению могут появиться единомышленники. Ну да. Без освещения единомышленников сложнее найти. Может быть, вы не один такой, который радеет за хакасский язык, который рад Просто освещение, говорю, поучаствовать получается, отделал, в я таком думаю, проекте. хотели они уже видеть. Финансовая поддержка, безусловно, нужна, но на одну нее надеяться нельзя, потому что ее не может и не быть. Просто, Студентов да, сделать, люди сами которые же. именно филологи. Вот у меня как бы не хватит смелости что-то переводить, потому что у меня не совсем филологическое образование. Ну, может быть, действительно где-то в институтах прийти с лекцией рассказать. Вот как раз Инга Людовиковна, она вот заведующая кафедрой, да, вот мы с ней переводим. И я ее просил, вот людей, которые могут помочь, она мне их дала. Ну, от них, они, да, согласились, но не переводят. А вот как студентам тоже предложить, ну, чтобы она им как-то зачеты это ставила. Ну да, им зачеты, даже там, что-то... что-нибудь к стипендии, там, да. такая мотивация. Либо Указывали зачет. тувинских студентов, они тоже словари переводят, но там группами они работают. Там по Да, телевидению, группами да, они да. собираются, вот так приезжают. Старшекурсники, да, с третьего и старше, по-моему, курса показывали. Там они дружненько так все организованы уже. Там они специально ходят, Да, на приходят, телевидение тоже помещение пригласили, есть, как помещение бы. приходят, собираются. Да, со студентами прямо разговаривали, интервью берут, все равно же как слава определенная, Это да, уже, что да, кто-то должен, может, какую роль играет свою вокальный. Да, практика, они говорят, для нас это важно, потому что это практика. Можно подобное в школьном образовании. Тут надо просто контакт с людьми как-то наладить, Чтобы чтобы была организовать мир. да, система, тут организаторской способности нужна. Давайте завершать. Всем большое спасибо за проведенную секцию. Я думаю, мы нашли с вами общий диалог. Вас всех ждут в РДК для пробуждения итогов. Сказали половину, да? 4:30. А у нас кофе-брейк сейчас будет. Я сейчас